Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу с вами поделиться со своим опытом, как я похудела с 68 килограмм до 48 и поддерживаю эту фигуру по сей день, хотя уже прошло 4-5 лет. Я родила за это время уже 2 детей. Этот метод рассчитан не для того, чтобы быстро похудеть, он рассчитан для того, чтобы человек, однажды похудев, уже стабильно поддерживал свою фигуру. Первый шаг. Примите решение. Вы должны поставить себе цель. Возьмите листок бумаги и ручку и напишите. Например, 2025 году, 30 октября, мой вес составляет 50 килограмм. Или же такому-то году, такого-то дня, такого-то месяца мои параметры фигуры составляют 90-60-90 сантиметров. Пишите в настоящем времени и укажите возможный срок. Не ставьте невозможные сроки. Например, вы не можете сбросить 20 килограмм за месяц. Ставьте более реалистичные сроки, например, год, может быть. Второе. Вы должны вдохновиться. Вам нужен пример перед глазами. Например, меня когда-то вдохновили девушки из фильма «Безумный Макс». Эти девушки-модели на фоне апокалипсиса страшного мира показались настолько прекрасными, что они отпечатались в моем сознании, подсознании, и я хотела быть как они. Вы также должны, вам может быть какая-то актриса, модель нравится. Возьмите себе в пример, чтобы обязательно вас этот человек вдохновлял, чтобы вы равнялись и уже себя вели, как будто вы являетесь таковым. Следующий шаг. Слушайте свой организм. Это очень важный шаг, потому что, например, вы хотите какую-то еду, и вы себе, может, запрещаете. Например, вы хотите колбасу или печенье, вы говорите «нет». Ваш разум говорит «нет, это полезно есть капусту, не ешь, а то потолстеешь, у вас какие-то, может, страхи могут быть». Просто доверьте управление своему организму, дайте то, что он хочет. Если вы не хотите капусту, а хотите в данный момент, например, хлеб, ешьте хлеб. Потому что вы же не знаете, какой минерал содержится в этой еде, которую вы хотите, какой витамин, может там белки, углеводы какие-то, вам может чего-то не хватает такого минерала. Это знает ваш организм прекрасно, поэтому дайте управление своему организму. Не решайте за него, что есть, что пить. И еще один совет. Прежде чем начать есть, обязательно что-нибудь попейте, воду желательно. Потому что некоторые люди путают жажду с желанием есть. Следующий шаг. Главное, тут ограничение не в разновидности еды, а в количестве. Просто знайте меру. Ешьте, что хотите, но в меру. И как соблюдать эту меру? Например, почему люди кушают, даже если не хотят, не всегда хотят, их организм хочет, например. Потому что они могут заедать какой-то стресс, хотят получить положительные эмоции, хотят, например, может им скучно, в это время они кушают. Поэтому, чтобы такое состояние не подавлять едой, не облегчать едой, надо заменять чем-то другим. Например, слушайте музыку, которая вам нравится, читайте то, что вам нравится, делайте, общайтесь с теми, кто нравится. В общем, заменяйте, не думайте о еде, заменяйте чем-то другим ваши мысли. И, наконец, последний совет. В помощь вашему организму придется добавить, конечно же, спорт, который вам нравится, вид выбирайте, но кто не любит спорт, не хочет заниматься, вы можете, например, если вы ходите на учебу, на работу, тогда ходите пешком, 2-3 остановки, час в день, 40 минут походите быстрыми шагами в темпе. Это вам поможет похудеть. Мне, по моему опыту, мне не помогли ни диеты, ни спорт когда-то. Мне помогли вот ходьба и слушать свой организм. Вот до сих пор это держит меня, например, в форме, можно сказать. И в заключение хотела бы сказать, что в следующем видео я хочу снять
про то, насколько важно, почему важно обязательно привести себя в форму, похудеть после первых родов, прежде чем планировать второго ребенка. Потому что в форму прийти будет очень сложно. Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И чтобы не пропустить мои следующие видео, обязательно подпишитесь на меня. Всем здоровья и до свидания.